Первое и одно из самых лучших упражнений – это подтягивание на перекладине широким хватом. Широким – это значит примерно на 20-30 сантиметров шире от наших обычных подтягиваний, то есть шире ширины плеч на 20-30 сантиметров. Подтягивание широким хватом задействует всю область спины, но преимущественно верхнюю часть широчайших мышц. Теперь такие же подтягивания, также широким хватом, но это уровень немного для продвинутых. Здесь нужно максимально прогнуться в поясничном отделе и стараться грудью, верхней частью, дотронуться до перекладины. Это упражнение акцентирует нашу нижнюю часть широчайших мышц. Следующие подтягивания также немного широкий хват, и мы их выполняем за голову. Нашу голову нужно завести за перекладину. Польза от данных подтягиваний колоссальна, так как при более ровном положении нашего тела нагрузка практически вся акцентируется на больших круглых мышцах спины. Так же, как и предыдущие подтягивания за шею в дальнейшем сделают нашу спину более красивой, мощной и широкой. Следующее очень хорошее базовое упражнение для нашей спины – это тяга в наклоне. Держим штангу, неважно, широко, узко, кому как удобно. Главное, вы должны запомнить, наши локти должны ходить как можно ближе к телу. Положение тела, поясница всегда прогнута и находится в напряжении. И штангу мы опускаем, заводим ниже колена. И отсюда мы работаем штангой к нашему животу, к низу живота. Прожимаем спинку. Максимально сводим наши лопатки, что позволяет нам задействовать наши ромбовидные и трапециевидные мышцы. Штангу опускаем медленно. Следующее также базовое упражнение, оно схоже с предыдущим, это тяга гантелей в наклоне. Если у вас будет большой вес, то лучше, конечно, куда-то упереться. Но так можно делать и с упорой в ногу. Здесь также есть свои фишки. Когда мы делаем, наш локоть также должен располагаться как можно ближе к корпусу, и мы стараемся чуть-чуть завести локоть за спину. В нижней точке мы не просто опускаем гантель, а раскрываем нашу широчайшую, то есть разворачиваем руку и как будто проваливаем ее. Вот, видите разницу? Вот так, например, и вот, раскрыли. Смотрим. Спина также наша прогнута в поясничном отделе и напряжена. Статическое напряжение.
Следующее упражнение, которое вы сможете сделать дома сами, называется пуловер. Вам понадобится обычный черенок или палка и резиновый жгут. Спина у нас также прогнута в поясничном отделе. Локти ходят максимально близко к туловищу. Мы сокращаем наши широчайшие. На долю секунды фиксируем здесь и обратно работаем. И последнее упражнение на сегодня для нашей объемной и широкой спины – это тяга и повороты с блином. Движения все очень схожие. Мы, как всегда, подтягиваем к низу живота блин, и локти ходят вдоль корпуса. Делаем 3 повторения, затем 3 поворота. Максимально заводим себя в бок. Прожимаем наши широчайшие, чувствуем, как они напрягаются. Поехали. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Дикий Лось. Поделился с вами крутыми, на мой взгляд, упражнениями для V-образной спины. Поэтому, если вы будете регулярно их делать, в скором времени у вас спина станет более красивой, широкой и объемной. Всем до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал. Вам не сложно, мне приятно. До новой прокачки. Пока, друзья.